Короче, у меня камера включилась. Я не докончил вот этот рассказ свой. И вот этот человек, вот они все такие нравственные люди. И это действительно получается сериалом. Это конца этой истории нету. И я не знаю, как я хочу докончить, конечно, закончить. Я своим делам хочу заняться. И вот все вот, любого биографа вот так возьми, все вот так у них все. Есть очень темные пятна, непонятное. Вот это если ты великий историк, он не профессор, вот это Нурдин Кадзов, никто. И вот сельским учителем он был. Там одно, потом Азранская гимназия тоже преподавал. И вдруг они все проснулись, это в 2000-х годах, все проснулись, все. И Абадия проснулся, написал свои книжечки. И вот этот Исаак Адзою 7 томов вот этого истории Ингушетии написал. И вот этот самый интересный Ибрагим Дархигов, который всю свою жизнь провел в Грозненском университете. Он там в 1957 году, когда депортация, сразу Базоркин направил его. И вот, и вот он сразу, нет хода отказа, там поступил, вот это, потом лазил по этим горам чеченским, ища истории. Вот такой вот этот, и сидя, вот это, самое главное, даже если русские, я не знаю, вот искали своих корней, сидя там в Чечне. Вот у них был вот этот запасной аэродром, скорее всего, вот такая цель, что вот за это время пребывания в Чечне Ингушетии, они свою вот эту всю надумывают. Он на 10 работ на научных, знаю, 10 он за это время, когда это Исаак Азов 7 книг выпустил, а этот человек выпустил 10 книг. И вот это конца вот этого бурного вот, расцвет Ингушетии до 2000 года, вот это все. И пошло-поехало, и пошло-поехало. Потом этот президент ушел, другой пришел. Я не знал, они мне подсунули документы и подписал вот этот чеченский, вот этот голландческий кусок земли, просто одним росчерком пера, вот он присвоил вот это. И когда чеченцы это увидели, в 2012 году тоже был кризис, и все вот это, все было у них. И вот этот, когда чеченцы у них был кризис, и вот они говорят, сейчас нагло утверждают, что мы ничего, вот, никаких претензий нет, и когда мы это присоединили, вы же никаких претензий нам не претензий. У нас шла война, у нас была контртеррористическая операция. Когда мы в 2012 году, уже когда Рамзан Кадыров стал главой республики, когда мы дошли, сперва мы свои завалы убрали, сперва своих людей, газ провели, вот эти дороги хотя бы какие-то, пока мы обустраивали себя, потом начали заниматься границами, вот это, так мы увидели, что вы украли у нас, мы обратно это потребовали. В 2012 году это было. Вы это утверждаете, нет, это не было, у вас же не было претензий к нам. А вот Евкуров, вот кризис же откуда взялся? Оттуда взялся. Это односторонне, все у вас односторонне. Вот захотели росчерком пера сделать, а потом зомбируйте этих молодежь, чтобы они потом скакали на этих площадях. И этих комсомолок и комсомольцев тоже. Кому Советский Союз 3-4 года тому назад уже ушел. Какие комсомольцы, какие пионеры. Вот сейчас растет еще пионер, еще. Это, я вижу, что какие пацанчики мне пишут, хотят, не знаю, разборки со мной устраивают. Со мной не устраивает, лучше со своими разберитесь сперва. И вот это вся ваша, вот я просто, товарищи, я рассказываю историю, вашу историю. Вот это ваша история. У вас нет никаких подвигов, у вас нет никаких героических подвигов, ни героических сражений, ничего у вас нет. Вот Деникин пришел, сжег село. Деникин пришел, знаешь, сколько сел, сколько городов он уничтожил. Он генерал Белой армии. Вот он, вот, не Деникин, это Врангель, вот еще у него были вот эти, они все, вот всю Россию, всю Российскую империю, и вот ваш, вот это какой-то он мимо проходил, просто вот он мимо проходил, вот это село, конечно, пострадает. Вот это, как будто бы он специально пришел к вам, чтобы вас
разорит, вас уничтожит. Он вот так мимо всего уничтожал, что большевистское какое-то сопротивление, он всех уничтожал. Это к вам оно не было специально вот такое, что вы великая нация, и вас хотели покорить. Нет. Вот, поэтому вы такие безнравственные личности. Те, кто есть. Вот я роюсь, я сегодня рылся, хоть одного приличного человека я не нашел. Не нашел, потому что все ваши непонятные, откуда-то взявшиеся, это, знаете, и еще то, что вы это рассказываете, мы можем знать, потому что мы же в ваши головы не можем залезть, и мы ваши соседями не были, чтобы рассказать про вас. Вот про Беблата Богатырева многие могут рассказать, потому что многие соседи у них были. Поэтому русский Бузуртан тоже многие могут рассказать, кем он был, на каких должностях, что там он делал. Вот вы все были то на водоканале, то вот это учителями, вот это. И вот вдруг вот одним росчерком пера, вот вы проснулись, все стали великим писателем. Вот это претензия. У вас нет претензий, что вы учитель, что вы на водоканале работали. И потом вы стали большим бизнесменом. Потом пошли в государственный, вот этот Исаак Адзоев, депутат, чем он был? Чечено-Ингушской ССР. Депутат в 1990 году он стал депутатом Чечено-Ингушской ССР. А потом, когда в 1991 году Грузия отделялась, вот это, побежал туда не как депутат Чечено-Ингушской ССР, а как будто бы он отдельный ингушский, вот это суд отдельной Ингушской республики, побежал, и сейчас он почетный гражданин города Тбилиси. Вот это Исаак Адзоев. Вот там он поддержал их, там выступил на этом парламенте. И вот это. А депутатом он был Чечено-Ингушской ССР. Вот этот тоже очень странный пассажир. Ой, вот я жалею, что вот тогда я тоже писал, вот жалею, что вот это тогда в юности можно было бы, конечно, у тебя есть ум, здоровье, написать вот пару книжек про вас, товарищ. Вот сейчас, конечно, даже вот эти мои репортажи, вот эти я веду, вот по ним можно даже книжку спокойно сочинить. Просто это все отредактировать, добавлять вот это, нужны вот эти фрагменты истории, документы, и все, книжки. Не одну, даже 2-3 можно издать, скорее всего. Про великих провокаторов, про этих учителей, историков. Это не бывает. Вот я всю жизнь был бы вот этим учителем, а потом я стал бы писать. Это так не бывает. Или ты писатель, пишешь постоянно вот это. Или это не бывает какой-то фрагмент, вот кто-то свистнул, давайте все. Это или русские свистнули, или ваши, этот глава Зязьков свистнул вам. Вот вы поскакали со всех этих площадей, и вот вы начали творить этот беспредел. И вот присваивая все чужое себе. Бедные это осетины, как настрадаются от вас, но они-то от вас избавились, всех вас выгнали с этой Осетии. Мы, наоборот, мы должны быть на вас обижены, а вы обижены на нас. Вот как это интересно. Все, у нас в 1992 году устроили эту провокацию в пригородном районе, потом с русскими войсками пришли к нам захват чеченские земли. А там живут ингуши. Хорошо. И это не значит, это, конечно, мы вас спустили, это наша ошибка была. Это наша ошибка, наше упущение, что мы после депортации вас там разрешали как бы компенсацию того, что пригородный район у вас нет. Вот вас там расселяли, вы там жили. И, конечно, это наше тоже упущение, что мы вам позволили там вольготно. Вот почему-то вы, вот, Назрань так было село, так и остался село. В 1969 году, по-моему, город. И то после строительства 2 заводов вы стали городом. Вот. Можно жить население там? Вот. Почему у вас 100, 200, 300 тысяч не было? Вот если вот такие много ингушей, вот рассосались, кто в Осетии, кто в Грозном. Вот это все. А в своем Назране не хотели никто жить. Даже сейчас она на столицу не тянет. Вот решили заново построить.
Все на лжи, это все у вас на лжи, на лицемерие, на это выдуманных вот этих историй. Конечно, я удивился, что у вас есть столько учебников истории про это Ингушетию. Вот откуда у вас они взялись? Вот это интересно. Вот я бы, честно слово, если я мог бы поехать в Россию, я поехал бы специально в Ингушетию, чтобы купить эти учебники. Честное слово. Хотел бы, конечно. Что в университете вам преподают? Евкурова, эта девушка стала дурочкой и задает вопрос, почему историки вот это, что Ачхой Мартан, это же ингушский, и почему вот об этом молчат историки? Вот этот Ибрагим Дархигов, вот этот вел туда вот эту историю, и вот так это. У них учат, с детства учат вот это лгать, лицемерить. Поэтому чему мы удивляемся, когда вот они вот такие бестерпимые. Вот, знаете, позор это. Было бы стыдно, вот человек такой находился бы в твоей семье. Вот как это? Бывают семьи разные, конечно, где это орут, кричат, вот эти матом кроют. Но у нас в семье, нашей семье такого не было. У нас была многодетная семья, такого у нас не было. Вам, конечно, вот эпопея с Ингушетией, когда она закончится, вот я хотел бы знать. Я тоже не бесконечен, я уже устал от вас. Это ваши документы, это ваши, смотреть ваши репортажи, это же уму непостижимо. Я же должен еще смотреть телевидение Ингушетии без конца. Мне это надо. Я должен вот это, и вот все ваши программы смотреть. Потому что Лейла Гогиева, вот это, их надо смотреть все. И вот, а как я буду знать, кто что? Вот очень это маленькая территория земли, которая не предназначена для стольких проходимцев, провокаторов. Она там негде развернуться. Я это сказал. Потом сегодня я смотрю передачи и думаю, ужас, сколько писателей, сколько этих этнографов, историков и мужчин. И откуда они взялись? На этом маленьком участке земли. Представляете? Один Веденский район, по-моему, поместится. Веденский район, он очень большой, горе там, Кезана, очень большой. Веденский район по горам. Вот. Так на карте он маленький, представим. Вот вся мировая цивилизация, кажется, родилась у вас. И сейчас как концерны, как попки в консервном банке, повылазили с Грозного, с Орджоникидзе, Владикавказа, Ингуши. И вот, и что делать там? Там же тоже было, назране жили после выселения этих сел. Они тоже шли по карьерной лестнице вперед. У них была светлая будущее. Они же тоже, наверное, мечтали простые чистые ингуши, настоящие, которые жили на этой земле. Не то, что там проходимцы. И вот они, вот, представляете, вы лишили их будущего, захватили все это, вот, всю свою жизнь жили в Грозном, хохотали там, скакали там по кафе, по барам, гуляли по этим мостовым, по бульварам, и вам наплевать было на этот Азранский район, на этот город Азрань. Сейчас вот задница припекло, сразу прибежали туда. А раньше, почему они развивали это место? Почему вот это даже сейчас 100 тысяч там, это на Назране у вас они проживают, там 120 тысяч, максимум 130 тысяч, это по-вашему. Так. И самое интересное, это самый быстро развивающий город в России, это город, знаете какой? Назрань. На население там увеличилось 120%. А представляете, если сейчас 130 тысяч у вас там жил, 60 тысяч как бы шалей, что ли, у вас, в вашем самом главном городе Ингушетии. 60 тысяч человек, как
Шели, как Урус Мартан. Вот это странно. Вот это странно. Странностей очень много, конечно. Мы пытаемся разобраться. Просто для меня очень важно знать, кто вы такие. И знать вашу историю, которой не было. История, она не имеет сослагательного склонения. Вот, или есть она, или нет. Мы знаем, что делал Петр Первый. Мы знаем, что делала Екатерина. Как генерал Ермолов сжигал чеченские села в Грозном. Все это по учебникам истории написано. Как введено они захватывали. Вот сколько этих экспедиций было. Вас же там же не было. Про вас там ничего не написано. Вот да, сейчас целый институт, целый вот это у вас работает по фальшивке. Вот это все придумывать, это нужно же такой фантазии иметь. Вот извращенец, честное слово. Вот извращенная фантазия у вас. Это Нурдиказой учительство не смог закончить даже вот этот Томский университет, исторический факультет. Перевели его в Грозный на заочный. И то никто не видел, скорее всего, как он это оканчивал. И вот этот Ибрагим Дахигов, скорее всего, вручил ему это, так как он там работал в университете, и вручил ему вот этот диплом. И вот он забыл про этот диплом, потому что он же не учился, если он был бы историком настоящим, вот это он оканчивал, он бы стремился бы вот какие-то вот это, нет, учиться в себя в сельской школе. И вдруг по зову вот этого грузницы Ибрагима Дахигова прибежал это не Чахрил, как он возглавил вот не Хрил, это Дахигов Ибрагим. Вот он все подделал. Всю историю Ингушетии он подмял под себя, вот свои хотелки. Представляете, 57-го, сейчас выселение, он, наверное, в уголовном порядке, с 57-го года он жил, терпел этот город Грозный, с надеждой, что когда-нибудь он отомстит. Вот он жестоко отомстил, но Бог его взял себе в 2011 году. Наверное, там в аду, там горит, потому что вот, да, можно, наверное, или нужно, если тебя, если заради Родины там что-то пожертвовать, но если это все на лжи, это тоже, конечно, неблагородная цель. Вот они все городские сумасшедшие, вот это, что Идрис Базурки, что этот Ибрагим Дальхигов, что этот Нурди Кадзой, что этот Иса Кадзой, это Марьям Ялхароева, вот этот Руслан Бузуртанов, Идрис Абадеев, Саржин Султыгов, потом еще какие-то непонятные типы Султыгова, Рамзан, вот это все вот это Щоблова, как это называется, вся тоже, еще их последователи, их поклонники, их любители. Короче, пчелиный улей, пчелиный улей. И вот они днем и ночью вот заняты одной целью. Прибрать чужое к своим рукам. Наверное, да, вот такие истории. Вот вся эта теперешняя выдумка этой Ингушетии, вот этот Нурдин Кадзоев, непонятно кто. И вот он еще, интересно, 50 картин написал, он еще художник. Вот еще он детский писатель, он возглавляет Крупнов. Вот эти 3-4 отдела, это Нича Ахри возглавляет, фольклор, он фольклорист, он, я не знаю, краевед, кем он только, вот так, этот Руслан Базыртан тоже, он филолог, он там ингушскую речь придумал, он вот алфавит, что там только вот этот русский Базыртан не надумывает. Вот, он еще писатель, еще историк, все вот так у него все вот это. Все вот это, очень вот это. Если писать, не просто писать, и он и поэт, и композитор, и песенник, и я не знаю, киносценарист.
Вот многогранно у них. Вот. Еще учитель, еще вот этот завхоз. Вот это интересно. Как эти все функции в одном человеке может заключаться. Тоже непонятно. Потому что это же, когда тебе не надо искать истину, ты своим истоком не идешь, а просто идешь по легкому пути, на придумать, знаете, поэтому вот захотел не филологу, не дня филологом, а не работать в русском Бадуртану, взял и написал книжечку про великий ингушский язык. И вот это. Он же не историк, пишет исторический, вот нарский эпос написал. Потом еще что угодно, вот что угодно. Как это кавказская пленница. Она и комсомолка, и красавица, и пионерка. Все в одном флаконе. И она еще невеста, комсомолка, красавица. Все в одном флаконе. Оказывается, в век технологий это очень легко все придумать, надумывать. Не надо искать правды. Нам что? Мы можем только это констатировать. И надо заниматься своими делами. Оставить этих больных людей, пусть они там варятся, пусть они себя друг друга поедают, эти банки, концерны. И территория все равно для всех этих проходимцев, для этого. Они же не одну должность занимают. Они, когда выходит свет, этот, типа элита, он хочет себе одеяло других вот этих людей притянуть. Он не историк, он не писатель, он не художник, он не поэтесса, он не певица. Вот певец это один человек, историк это другой человек, поэт это третий человек. Художник это четвертый. Вот этот каждый человек, он сесть себе, вот этот Нурли Кадзо, сколько он должностей, вы даже не представляете, сколько он всего. Детский писатель, редактором газеты, потом это художником, потом кем он только не был, историком, возглавляет этот крупного тоже там. Чарный, Хрева, 3-4 отдела, знаете, этнография, история, разные отделы, все один человек. Еще книжки, учебники истории пишет, написал 4, все эти книжки истории, учебники Ингушетии, вот он написал. Вот это всю жизнь спал, учился, и вдруг массово все это, массово его рост, народный писатель Исаак Азатуль, масса все, вот, ждал это 2000-х годов, когда чеченцы начали, война будет крови, вот они все вот ждали это 2000-е годы, чтобы вот начать эту бурную деятельность. Вот это все. 7 томов Исаак Адзой написал за это время, 10 томов написал вот этот, до своей смерти вот этот Ибрагим Дальхейгов всю свою жизнь прожил в Грозно, вот проснулся только на старости лет вот там. Вот все вот это, вот там он. И вот странно. Как может быть вот такая история, вот это сильный генерал, вот непонятно, это очень мутно. Все вот так это. История Марьям Ялхарой, который сейчас бегает, там Яра, вот это. Просто ее устраивала, она, конечно, поступила после депортации в этот Грозный педагогический институт, тогда он назывался институт, а потом стал университет. И должность учитель, директор устраивал. До окончания Чечено-Ингушской ССР она вот директором работала, все ее устраивало. Потом сразу же, как Джахар Дудаев пришел, проснулся, вот это, я дикторша. Побежала на радио, телевидение, я не знаю, где она там, дикторша, программе ингушский вела. А потом то же самое Исаак Адзой, всю свою жизнь, вот он там в 60-м году он оканчивал, он поступил в пединститут в Грозности, и там эти стихи издал его в 63-м году, по-моему, арестовали и сослали с этим поэтом Али Халгиеву, вот послали их Озону, 4 лет, по-моему, они там посидели, и в 67 году он возвратился, как бы,
Вот и всякое, вот в спячке он был. Находился в спячке, учительство. И потом вдруг, когда уже конец, он-то возглавлял в 88 году на втором съезде Ингушетии, в 89 году, по-моему, это был. Вот он возглавил возглавил этот съезд. Вот, депутатом успел стать в Чечен-Ингушской ССР. Вот так. И вот такие у них истории у всех. Конечно, жалкое зрелище. Не к лицу войнахам вот такой легкомысленные поступки, не к лицу вот этой агрессии, взаимные обвинения. И за счет других утверждаться, это подонки так делают, низкие, никчемные люди, ничтожество вот так поступает, нет достоинства, поэтому, к сожалению, мы не можем им купить в супермаркете, они достаются, да, они свою ингушетию купили в супермаркете и лепят из нее непонятно что, но вот не продаются эти базовые ценности этих супермаркетах, мы бы купили им, да, раздали бы. Ну, вот такое. Вся вот это какая часть будет, я не знаю. Я просто телефон отключился, оказывается. И вот оно отдельно идет, отдельным роликом идет. Это продолжение вот этой вчерашней истории. Скорее всего, я уже устал, если честно. Устал эти притязания, устал вот эту хинею, вот это бесконечно, вот это меня раздражает, когда пустой, никчемный человек приходит, что-то пытается тебе объяснить, и делать себе дурака, и вот это мы же это проходили. Тем более я с этими ушами вот тут проходил это. Я стараются вот вывести меня, чтобы я потом что-то сказал. Знаете, вас звать никак, и вы никто. Историю мы не пишем, как вы. Не сочиняем. Историю про нас все это пишет. У чеченского народа было немало сложных периодов в жизни. Было немало сложных периодов. Он всегда выкарабкался. Как вот эта депортация. Они думают, что они уничтожат нас, сломят нас. Потом, когда мы начали расцветать в 70-х годах, так они испугались. И вот всех ингушей согнали вот этот Грозно, чтобы противовес сделать, чтобы хотя бы чеченцев Грозно не пускать. Хотя бы там все это занять, десятки тысяч ингушей поселить в Грозном, это же квартиры, это заводы, это фабрики, это издательства, это все телевидение, радио, и вот это министерство, это парламент, и все, чтобы они хотя бы убольше, все, даже чтобы чеченцы не пускают в Грозный, вот они, вот эти русскоязычный город был, это Грозный, после депортации русские только там жили, и они там и остались, на этих предприятиях бесконечно. Русским мы претензий никакие не имеем, вот мы предъявляем претензии, мы должны все это ингушам возместить. Интересно, они возместят нам наш ущерб. Мы их 70 лет кормили на своей плече. Вот они нам никакого отношения, они говорят мне, вот да, поверим вам, никакого отношения вы к нам не имеете. А чего вы к нам пришли? Почему у вас жили? Это зарплата, это, знаете, если вы находитесь в один, это ваши проблемы. Вот сейчас, как у нас хорошо, вас нету, вот мы своих можем обеспечить, себя дорогу строим, себя завод строим, себя вот эту всю квартиру строим, вас нет. Как это хорошо. Все чеченцам. Конечно, у вас есть тоже возможность там купить, я бы не позволил. Вот снова, чтобы вы прибежали в Грозный,
Прибежите, потому что сперва будете там что-то там делать, строить, все равно потом заскучаете по телевизации и прибежите. Мы не рады вам, честно, не рады будем. Не рады. Ваша история про этих чеченских беженцев, это тоже мы уже, это миф развенчали. Ваш этот Зязиков, генерал КГБ, сказал, что вы занимаетесь, сам ваш глава республики, сказал, что вы занимаетесь приписками. Вот, приписками занимались. Миллиарды вы украли. И ваш Магаз поэтому отстроился. И свободную зону почему-то во время чеченской войны у вас появился. И кто эту свободную зону к вам принес, тоже мы знаем, Гуцериева. И вот это, мы не говорим, что чеченцев не было в вашем Назране, и что их не принимали. Да, приличные люди принимали. Но вот я не видел масштаба 250 тысяч чеченских беженцев. Вот это, да, сейчас у вас, это то время у вас было, когда вы отсоединяться от нас, у вас 280 тысяч не было. И вот еще бы столько же людей пришло бы к вам. Куда вы? Покажите эти лагеря бесконечно, этих полях. Там должно быть сотни лагеров тысячными вот этом населении. Сотни лагеров. Покажите. Только один-два лагеря. Один лагерь. Я видел по телевизору только один лагерь. Может там поместиться 250 целый город. Это одноэтажные палатки. Может там, но вы знаете, сколько это территорий? Вот если по палаткам разместить, даже 390 километров город Грозный, огромный город, там не поместятся они. По одному палаткам, если их разместить. И 2 этажа, а не 3 этажа, а не 10 этажей. Если так по одному, по палатке размещать, по семье, там же их не разместить даже в городе Грозном. Вот интересно, где вы их размещали, у вас так много их было? Покажите это. Это свидетели уже есть. Да, там 30 тысяч, 40 тысяч, может быть. Было, конечно, было. Тем более, у нас же Чечня же очень огромная, там же внутренние перемещенные лица было очень много. Вот когда боевые действия шли в городе Грозном, тысячи людей из города Грозного пришли в Веденово в другие места. Когда введено боевые действия, они уходили в Шалию, Грозный. Вот так у нас внутренне, вот, мы можем себя внутренне, или за Терьком можно уйти. Вот так у нас было очень много. Вот, да, 4 миллиона людей внутренних было. 250 тысяч, 300 тысяч внутренних переселенцев было. И интересно, если у вас 250 тысяч находилось, у нас внутренних там 300 тысяч внутренних было. И вот а где остальные чеченцы, интересно? Там никто, и вы хотите сказать, что все чеченцы были беженцами? Вот это интересно. Я просто напоминаю, что это ролики, это просто камера отключилась, это отрывок от предыдущего видео, но, скорее всего, нам сейчас получается полноценное видео, придется мне сейчас дальше договорить хотя бы. Ну, еще 2 ролика будет, пусть будет. Пусть так будет. Мы их выложим. И вот так. Очень много вопросов, ответов мы не видим. Видим только провокации со всех сторон. И вот надо, конечно, вам научиться немножко культуре. Я в моих рассказах заметил, что очень много культурных работников, писателей, истории, вся элита у вас. Все очень много культуры. Есть работник культуры, но культуры самой нет. Вот, общаться тоже, нельзя грязные слова писать. Это проучитесь. Нельзя так делать. Нельзя посылать просто так. Писать это мерзость. И самим вам как это? Вы это мерзость, как это самому вы это все это же немыслимая вещь в нашем обществе. Потом, если даже ты парень, ты не имеешь права, знаешь, ты проститут. Если ты такое пишешь, это ты уже непорядочный человек.
И как тебе называть хорошим мальчиком? Как тебе? Какое имя тебе дать? Наркоман, проститут или, я не знаю, конченый? Как мы назовем вас-то потом? Вот он не обижается, что вот так о вас отзывается. Это имеет в виду вот этот провокат, который бегает на этих сайтах. Своей личной жизни у вас нет. Семьи, скорее всего, вы не создадите. Вы не пригодны для этого. Вот да, как этот Идрис Базоркин, мессия, вы можете быть всю свою жизнь там за этой мушетой, за этой ложной целью бегать. Вот уже бегаете 200 лет, вот я не вижу ваших вот это результат вот этого бегства, беготни, не бегства, а беготни. Самый маленький регион России. Вот вы и царями сискались, обнимку, у вас генералы царские были, у вас все было, и вы друзья, это Киров, Ленин, все у вас было. Вот результат ваш плачевный. Вот нужно по результату смотреть, и ваши эти ваши историки, эти писатели, что-то не подтягивают это. И культура у вас в таком плачевном состоянии. Если у вас была бы культура, вы такое не писали бы. Я это тысячками, это не один, не 100, не 200, не тысяч оскорблений. Вот сколько я сейчас очень сложно мне убирать, я много заблокирую, представляете, вот каждый мой ролик был бы очень много вот этих комментариев. Если даже 100 их надо удалять, их надо сперва прочесть, понять, что хочет человек. Может, он просто, или я не так понял, какой-то что-то хочет сказать. Бывают некоторые комментарии, которые тебя хочет принизить вот это. Но это тоже иногда можно допустимо, потому что человек вот такой, у него нет культуры, и никогда книжку в руке не держал, можно человеку простить такую. Он же показывает свою культуру, не мою. Я, как порядочный человек, просто смотрю, когда оскорбление, вот это нет, да, осмехаться, вот это ничего страшного. Я это всегда пропускаю, вы видели. Даже и вот это, какой-то честь, задеть мою честь тоже иногда я пропускаю. Это человек свободный люди. Я тоже свободный человек, и мне свобода очень важна, поэтому я пытаюсь вот это. Хорошо, что у вас нет этих возможностей. Многие вообще непорядочные люди. И сейчас даже я заметил, пару человек еще стоит прикрыть им рты, потому что они слишком, они уже озиздились на моих каналах. Представляете, как они, типа они унижают меня, вот пишут эти комментарии, и вот как они поднимаются в своих глазах. Я сегодня закрою канал, и все, меня не будет. Это не в моих глазах вам надо утверждаться. Утверждать в своих поступках, в своих делах. Это вам, знаете, я сегодня есть, завтра меня нет. Это YouTube закрою и все. Даже у меня Facebook, очень ничего у меня нет. И думать, YouTube просто мой канал путешествий. И вот это, от того, что вы под это ником непонятно написали какую-то гадость, от этого вы не возвыситесь. От этого ваше благосостояние не поднимется, от этого вы не почувствуете себя человеком. Если вас что-то угнетает или вас что-то унижает, это ваше дело. Вы знаете, значит, вы что-то упустили свои. Это, я понимаю, как Россия огромная страна, не везде не уследишь за людьми, а у вас в маленьком вот этом уголке 40 населенных пунктов, что вы не можете законный порядок, вы не можете за собой проследить, даже в Чечне очень сложно, потому что очень много населенных пунктов. У вас что? Ну, такое. Зацепить кого пытается, не пытается, нам пофиг. Знаете,
Я просто не могу полностью говорить, потому что это вам вот любое, что я скажу, это я же выдаю информацию, и вам это потом вы это стараетесь обратить против меня. Вот любое, я даже скажу, что я в райцентре учился, это уже тоже вас это задело, вот надо подколоть память. Образование райцентра. У меня образование, знаете, достаточно, чтобы вас поставить на место. Вот мне не надо никаких образований. Просто, знаете, вот жалко, что моя бабушка рано умерла. Вот она могла бы все это ваше, вот, Грозненскую, вот, она там находилась, вот она знала вашу вот эту кухню. Тогда я был маленьким мальчиком, мне было не интересно это слушать. Что-то рассказывал постоянно. Она же показывала депутатские вот эти какие-то сундуки, это было, красные какие-то книжки. И я первые свои книжки, вот это в Советском Союзе это был депутатский, я получил от своей бабушки. Вот писатель она меня сделала. Но я просто так говорю, потому что я считаю себя писателем, это не важно, какой я. Я так считаю, потому что человек должен себя, если ты не считаешь себя так, ты не можешь что-то творить, создавать. Вот они считают себя вункурдине, почему я не могу посчитать? Это мое. Вы у меня это не отнимите, хотя стараетесь, они стараетесь. Вам далеко до меня, конечно. У меня нет никаких проблем с общением с людьми. Есть, знаете, я так себя построил. Никто даже иногда, интересно, знаете, на моем работе, то есть со всех фирм приходят люди, иногда чеченцы приходят, я разговариваю на иностранном языке, они даже не в курсе, что я чеченец, некоторые вообще не в курсе. И вот мне один парень говорит, там же один чеченец приходит постоянно, что-то там приносит. Я говорю, да, и я с ним на русском языке разговариваю, но я говорю, он в курсе, что ты чеченец? Я говорю, и не обязан знать, что я чеченец. Почему? Я родился в Чечне-Ингушетии. И я не обязан всем говорить, я чеченец. Даже вот это, многие один раз попал в Чечню, короче, это тоже была какая-то интересная поездка. У меня паспорт заграничный, фамилия, имя, все заграничное. Я поехал в Москву, там в бизнес-отеле на Таганке находился, потом вдруг захотелось поехать в Чечню. Я должен, очень долго находился в Москве, там 29 дней я хотел находиться, и я вот рассчитал, что вот буду жить там. И потом я сел, купил один ночь, захотелось поехать в Грозный, купил билет на поезд, на самолет я не хочу, потому что хотел вспомнить свои детство. Мне очень нравилось ездить в Москву на самолет. Не на самолет, а на поезд. И, короче, купил поезд на билет, туда сел. И, короче, поехал в Чечню. И мой брат говорит, я говорю, не приезжайте в вокзал, я я сам до вас доеду, возьму такси, говорит, не надо, нет, мы приедем, мы туда. Короче, они меня запутали. Или в Грозном выйти, или в Аргуне, непонятно где выйти, какой-то станции Чечни, я должен выйти. И, короче, они просто сами забылись, сами перепутали станции. Все таксисты там на поезд приходят, и все таксисты приходят, все там забирают такси, уходят. И я, как дурак, сижу, жду, что за мной приедет машина. А они, оказывается, перепутали вокзал, поехали в Грозный. И, короче, сижу. И там последний таксист говорит, может тебя отвезти, потому что вряд ли за тобой приедут. А там еще милиция чеченская. И очень, конечно, лишние вопросы тебя не надо задавать, так как я вырос за границей, там все вот это, я же не позволяю себе вот так, даже полиция не имеет права мне задавать вопросы. Я такой, и вот этот чеченский полицейский подходит, он открывает мой паспорт, читает, такой,
все не по-нашему. И он же видит населенный пункт, где я родился. Удивился, сперва смотрит на меня, говорит, он спрашивает, а ты кто? А я говорю, а он спрашивает, не так спрашивает, он спрашивает, ты русский? Спрашивает меня. А я говорю, нет, я не русский. Он взял мне, а ты куда ты едешь? Говорит, я говорю, еду озеро Кизана, собираюсь поехать, жду машину. Он говорит, дал честь и говорит, иди. В принципе, могло возникнуть вопросы, почему ты родился тут, а там очень просто, потому что Чечен учит раньше, даже у нас введено уже очень много русских учителей, украинских, много, но даже сейчас по последней переписи населения, всех ингушей если собрать, у нас Чеченская республика проживает, сколько вы думаете, 900-800 человек, вот так, по переписи населения. А чеченцев в Ингушетии проживает 100 тысяч. Вот смотрите, какая разница. И вот это в одном Веденском районе почти 780 других национальностей. В одном горном Веденском районе 760 людей проживают другой национальности. И вот такое. Сейчас батарейка заканчивается. Вот такое вам, как вам? Вот как ингуши. И сейчас чеченцы не признают, делают вид, что они ингуши, вот как они раньше и делали. Почему это ингушетия состоялось? Сейчас всех себе просто приписывают и все. Русских в войне там не было. Чечне, понятно, все ушли, потому что боевой конфликт, военный конфликт был. Боевые действия, а у Ингушетии, мирные Ингушетии, все исток русского населения, там же казахские станицы, которые чеченские были, и вот это всех, и чеченцев по телевидению, представляете, 20% населения Ингушетии это чеченцы, их как будто бы не существует в природе. Один азербайджанец, это армян какая-то женщина, одна армянка, это у нас живут армяне, у нас живут все. А просто, представляете, это про чеченцев, которые 100 тысяч, они сами 500 тысяч, из них 100 тысяч чеченцев. 20% населения Ингушетии, жители Карабалака, Пседаха, сунжских этих станиц, Нестерских, везде эти чеченцы проживают, Малгобеки проживают чеченцы. Вот рассказывают про 18 народностей, которые проживают в этой Ингушетии, а чеченцы, ни одно слово, что чеченцы проживают у них. Вот это. Смотрите, какие никчемные люди. Вот на телевидении Ингушетии официальная программа. И я чеченец, который сижу и думаю, а где чеченцы? Одна армянка, один грузин, вот это все. И еще нашли, казака нашли, еще один афганец плохо говорил, афганец, который пришел работать у них. Это тоже их национальность, которая проживает. А чеченцев, ни одно слово про чеченцев. Что чеченцы, сперва они должны были сказать, что самый большой диаспора это чеченцы, потом вот это у нас еще русские проживают, еще вот это. Нет, чеченцев нет. Про чеченцев на телевидении Ингушетии мы не говорим. По-чеченской речь не должно. У нас в Грозном, да, была демократия, проживало там 5% населения Чечен-Ингушской Осетии, это были ингуши. Там 100 тысяч их проживало в этой Северной Осетии, и вот 5% проживало по отношению населения Чечен-Ингушетии, там 1 миллион чеченцев, 300 миллионов русскоязычных, и вот по соответствию 5, даже 10% их не было. Все на 3 языках, по телевидению эти песни, все 3 чеченские песни, 3 ингушские песни. Демократы еще нас обвиняют, что мы их дискриминируем, что мы их угнетали, культуру не давала хода, языку не давала хода, когда все эти ингуши находились в городе Грозном. Вот такая лицемерная политика, лицемерие во всем. И поэтому чеченцы и существуют. Но вы знаете, они есть. Они есть. Это гордость, что они у вас живут. Вот, хоть что-то у вас останется человеческого, потому что вы разошлись.
Я честно, мне не надо этим ушивать, я бы эти 100 тысяч человек обратно в Чечню, вот живите, вот, еще сделал бы обратных, хорошо, вы нарушаете их права, вы их дискриминируете, как гестаповцы, хорошо, вам не нужны чеченцы, нам они нужны. Вот нас, я бы китайскую, чеченскую стену, кавказскую стену между чеченцами и ингушами вот так построил бы каменную, и все. И осетин бы вот так. Вот живите в джунглях своих, этих горах, бегайте по этим горам, к нам ни шагу. И всех, вот, всех чеченцев бы обратно, все, эти пару этих горсток вот, обратно депортировал бы, Азрани гудбай, на все оставшиеся века. Вот это было бы здорово. Вы же не остановитесь, вы же еще предстоит. Это чеченцы, если чеченцы не ассимилируются у вас, вы их, как вас, вы хотите их обратно выгнать. Русских-то вы уже выгнали, хотите сейчас чеченцев. Делать вид, что их не существует. Вы что, не понимаете чеченской речи? Вот. Я, если ингуш говорит, я же понимаю, а почему на телевидении Ингушетии этот человек должен говорить только о русском, чеченцы. А ваши ингуши по своему ингушскому разговаривают, а чеченцы почему-то должны на русском делать вид, что это потом непонятный ингуш, который родился сейчас, он не поймет, что он чеченец, потому что чеченскую речь он же не слышит, он поймет, что это ингуш, разговаривает о русском языке, потому что и имя, фамилия подходит. Вот такое вот это хитрое, вот это все нечисто, все у вас непорядки, все у вас закрыто, все вы обворовались, вы все воруете, все присваиваете себе. Вот этот конвейер какой-то непонятной лжи. Я надеюсь, это, знаете, когда вы безнаказанно все это будете делать, это когда-нибудь вы придете к этому. И я не знаю, всю свою жизнь питал к вам теплые отношения. Я просто, скорее всего, презирать я вас не буду, потому что вы же люди. Вы же не виноваты, что вы сдались этим непонятным чукчам, которые из Грозного, Ингушского, Осетинского, из других регионов прискакали вам и захватили там власть. Это не ваша, скорее всего, вина, потому что у вас нет этого мужества, у вас не было, мы же не можем вам его дать и купить нельзя в супермаркете. И вся ваша ложь, все ваши истории, это кругом ложь. И я надеюсь, что справедливость восторжествует. Должно быть справедливость, должно оно быть. Не может такого, чтобы этого вот так оставалось, все это безнаказанно, все вот вы творили, вы это бегали, потом смехаетесь над нами. Смотрите, как мы их обвели вокруг пальца. Нас не считаете за людьми, а вы белая высшая раса. Посмотрим, посмотрим. Историю нам показывал, много раз это доказывал, как бывает с этими высокомерными людьми, как с ними поступать. Вот просто я хочу просто увидеть ваш результат, и вот единственный раз, если я сейчас прекращу, больше не будет про вас, вот снят про вас, вот лайв 24 часа я бы вещал бы, не остановился бы ни на одну минуту, вам вспомнил бы все ваши гадости, все ваши подлости, все ваши инсценации, все ваши фальшивки, ваши больные фантазии, мы вам припомнили бы, конечно. Это был бы национальный праздник мой. Я не желаю простым ингушам ничего плохого. Вот ваш вот эта ложь, она раскроется, она по чуть-чуть раскрывается и раскроется. Нельзя шутить, я знаю, находясь под Богом, называясь мусульманами, и какие-то лицемерно все вот фальшиво. И как будто бы вот тут, если я не находился бы на этой Западе, я бы Европы, я не понял бы, кто вы такие. Вот ты тут сейчас мне очень легко это раскрывается. Вот если что-то, человек не хочет со мной общаться, я с этим человеком не буду общаться. Я даже подумаю, что человек он делает насильно через себя, я не буду. Вот нужно оставлять. Человек с вами не хочет общаться, оставить этот человек в покое. Зачем звонить, зачем приходить? Вот так у вас. Это наглость, это наглость. Это наглость. Ничего хорошего вам не предвещает это, конечно.
Мы, как мусульмане, порядочные люди, не хотим, конечно, чтобы рядом с нами вот что-то происходило. Но вот не знаю я. Вот хотелось просто увидеть результат вашего этого плодотворного труда, ваших этих метаний, ваших этих острых метаний по этим одностранстве в другую. Наверное, нам не понять ваши головы, нам, к сожалению, мы не можем туда заглянуть. Там еще похлеще, скорее всего, вещи. Еще это еще только начало, может быть, у вас. Вот, вы в 2000-м разогнались, сейчас, сейчас через 10-20 лет я не знаю, что с вами будет. Надеюсь, что вы успокоитесь и придете в себя. И как, не знаю, вы стыдно вам, скорее всего, не будет, потому что наглым людям не стыдно. И они, вот ваши эти старики должны быть очень мудрыми людьми. Вместо того, чтобы вас образовывать, вот они наоборот, какие вот эти вещи, ноги, вот эти всякие вот эти старики выступают, такие диковинные вещи говорят. И это надеяться на них, на их мудрость тоже не приходится. Спасайте все, кто как может. Спасайте, товарищи, кто как может. Уезжайте. И если это, у вас нет работы, ищите в другом месте работу. Не будет, мне кажется, не будет. Счастья вам там. Не будете. Хорошо, что вы из Европы сейчас. Скорее всего, ждет участь этого республики Армении. 14 миллионов армян проживает за границей. Даже в Лос-Анджелесе они живут. А в самой Армении и 3 миллионов нет. Вот так. И грузины точно так же. Везде проживает, а свои грузины не проживает. Но это Армения. И пример, 14 миллионов армян проживает за пределами. Вот так это, вот так. Там были тоже исторические вот эти, та же Армения же тоже в Османский империю была интегрирована часть Армении. И от этого там они жили в Ливане, Бейруте, Дамаске. Вот эти армяне в Америке везде, уехал в Советском Союзе, очень сложно было, конечно, уехать, но те армяне Османской империи, вот они уехали, вот сейчас по всему миру, самые шикарные места, вот в Лос-Анджелесе, они целый, самый такой район у них шикарный, свои церкви, все свое. Даже в Европе очень много армянских церквей. Вот они по всему миру, 14 миллионов их по миру, а в самом Армении даже 3, по-моему, 3,5. Это самый народ же азербайджанцы, грузины, армяне, и 4 идут чеченцы по многочисленности, идут чеченцы. У нас тоже проживает сотни тысяч чеченцев за пределы, но это исторически тоже. После Кавказской войны, вот они везде, во всех этих странах проживают, диаспора, очень много чеченских диаспор по всему миру. Турция, села, Иордания, там города. Вот так чеченцы тоже везде пораскиданы. Но основная масса, конечно, проживает в самой Чечне и в самой России. Много диаспор в Ростове. Это был какой-то смешной ролик, что чеченцев так много в Ростове, что каждая кошка местно знает чеченский гимн, чеченские песни. Вот этот ролик был смешной в Ютубе, что даже кошки местно знают чеченские песни. Вот так это. В Москве сколько чеченцев, и в Санкт-Петербурге целый диаспор чеченцев. И вот утверждать, что их нету, вот это странно. И утверждать, что чеченцев не существует, что они нет истории, нет вот это сложно, странно.
Если третий народ России, это чеченцы, если после стольких войн, после всего-всего, вот, крупнейший народ на Кавказе, и вот как вы это можете утверждать, тоже непонятно. Ой, что ж, я очень выдохся. Такое еще у меня не было, чтобы я 2 ролика снимала подряд. Это очень сложно. Потому что тот отключился на полуслой. И мне очень сложно. Видите, 21 часов уже, 9 часов вечера. Завтра утром, скорее всего, я поставлю. Ночью поставлю, скорее всего. Вот такие дела. Видите, какие красивые города на земле. Мы будем говорить, мы будем в дискуссии вступать, но результата никакого не будет. Если пациент не хочет лечиться, никак, как бы ты ни старался, ты ему не поможешь. Если человек отказывается от всего, как бы вот Шанхай, да, Шанхайская башня. Нет, Торонто. Я там был. Интересно, во многих городах я был, вот Торонто, это башня же Торонто, по-моему, да, потому что Шанхай это много зданий, а тут мало зданий. Дальше присмотреться, я могу увидеть какое-то здание в центре, и я могу понять. Да, это, по-моему, Торонто, если я не ошибаюсь. Тоже в Торонто мы находились. Тоже, по-моему, 2 раза я в Торонто был, в Монреале был. С Нью-Йорка я садился на поезд. Вот я любитель, вот, ой, через этот, не Висконсин, штат Висконсин. Какой-то штат у них есть. Горный, как это Ингушетия и Чечня, горный какой-то штат. Очень интересно. Там форты у них бесконечные. Канады. И вот там круговую я любитель. В поездах сколько я сил потратил на эти поездки. Какое-то бывает иногда стресс и мучение. Знаете, в Нью-Йорке на 8-м улице я иду, и мой паспорт упал с кармана. Зачем я его поставил в карман, тоже непонятно. Вот случайно. Паспорт мой упал, я иду, там толпа идет сзади. Я как бы предчувствовал, что что-то упало, я посмотрел, оказывается, мой паспорт. А я даже не знал, что у меня в кармане паспорт оказался. И как он выпал, тоже не знаю. В Бангкоке тоже, чуть я не потерял свой, короче, банкомат взял 30 тысяч, по-моему, почти 36 тысяч бат тайских. Кошелек там, паспорт, все банковские карты. Тоже кошелек, и рука такая, с камеры ходил телефон, и в руках держал такая кошелек. И так начал снимать, и кошелек тоже упал. С такими огромными суммами, там 1200 евро, там 1300 евро, вот это все было. И все это, представляете, мог оказаться без денег, без ничего. Тоже повезло. Ну, почему-то мне очень везет в жизни. Я не знаю, может от того, что я хороший человек. Просто это не скромно, конечно, про себя так говорить. Но вот я заметил, что очень много событий со мной происходит. Вот еще самое интересное, первый раз в Нью-Йорке попал, когда я ехал. Попал в Нью-Йорк, у меня такой стресс был, незнакомый город, миллионный город там. Я какой-то должен приехать, и непонятно что. И я, оказывается, очень красиво. У меня вот зеленый клеен, очень security. У меня вот мой чемодан, какой-то как дипломат такой, очень дорогой у меня вот этот, для путешествий. Амсонатин называется, специально вот этот чемодан для самолетов поднимать. Я обычно без багажа, но тут решил с багажом. Короче, вот это пошел покупать билеты на поезд, чтобы добраться до Нью-Йорка с аэропорта. И вот поставил эту сумочку.
И так там сложно это вот купить, не хочу никому обратиться. Я еле-еле купил билет. Я так на эти билеты смотрю, забыл, что у меня чемодан. Потому что я до этого носил рюкзак. И вот так. Немножко рассеянный парень, скорее всего. Рассеянный парень. Ну, и самое главное, я иду, что-то не хватает. Вот в голове вот этот стресс, что я первый раз приехал в Нью-Йорк, что-то не хватает мне в руке. А я обычно рюкзак носил, а потом смешно нету чемодана. Я обратно пошел, мой чемодан стоит, людей оттуда убрали, и они ждут полиции, чтобы они думают, что это бомба. Представляете? Чемодан бомба. Пустота, весь вокзал, какой шумный, это пустая была. И я, да не подумал, что это такое, там стоит, я две, как полицейские, но не полицейские. Вот эти стоят две, эти, да, полицейские формы, по-моему, они стоят там, потому что это был вот этот известный вот этот, как сказать, перевалочный путь от этого станции, вот это, а есть до Ямайки она называется, чтобы в Нью-Йорк попасть. И вот это оцепили все. Я иду взять свой чемодан, но запрещают мне подходить к чемодану. Тогда я понял, что это что-то не то. Они говорят, I call police, короче, не бери вот это. Я говорю, это мое. Там у меня есть бадж. Я хорошо, что написал свое имя, фамилию даже. Я говорю, у меня там вот этот фамилия, паспорт показывает. И потом, после некоторого разговора, они меня пустили, отдали мне этот мой чемодан. Вот так. А таких, знаете, очень много, очень много, очень много. Шанел такой купил духи, думаю, нужно же в Бангкок такой шикарный духи взять. 140 евро отдал. И я в этом коробке оставил. И в гостинице хочу надушиться утром. Воп, упал в дребезги. Ой, кошмар. И самый, он должен разбиться дребезг, потому что там пол не металлический, а камень. И угол отломил, представляете, целая бутылка упала с высокой вот это, там из сейфа я взял ее, упал. Вот все, что угодно со мной происходит. Какая-то удача меня преследует. Ну, скорее всего, не нужно жаловаться жизни. Она преподносит мне хорошие моменты в своей жизни. Сейчас мне надо, пора, я буду уходить. Ну что вам сказать, вот такое начало, конечно, очень сложно, непонятно, потому что это продолжение. Пока-пока. А с вами был Одинокий Джейсон. Это эпопея Ингушетии, сериал, по-моему, уже у меня выходят одни и те же названия, это репортажи. Надеюсь, все будет хорошо. Вот этот Надав Йонас, видите, фамилия индийская, и фамилия Йонас, это американская, английская, а имя индийское. Кто-то, наверное. Очень много фотографий от этого пассажира, очень много. Вот такой небольшой экскурс истории Ингушетии, их истории, историков, вот их вот этот тонкости ингушской национальной политики. Я, честно, я не пойму это. Вот сидят вот это на полном серьезе, это всю чушь молотят. И понятно, для себя пусть они это молотят. Никаких претензий, что вы говорите про себя ингуш. Но у этого потом перекликивается на нас. И потом ваша эта ложь приходит, какой-то человек на причине. Я там услышал, что это все ингушское, алфавит только ингушский. Это, по-моему, был сперва чеченцы, потом вы оттуда списали. Все это, все ваше. Ну, хорошо. 3 района у вас есть. И 30 тысяч квадратных километров тоже это ваша чисто ингушская земля. Надеюсь, этим вы и достаток вам будет, и вам будет достаточно.
Без драмы вы не можете. Вся ваша жизнь это драма, конечно. Вот, надеюсь, это все когда-нибудь закончится. Видите, даже у меня речи уже нет, дорогие мои. Как я себя напрягаю, вместо того, чтобы лечь спать. Сейчас я лягу, конечно. И чай хочется попить, и кофе хочется, что-то. Я ничего не кушал, между прочим. Занимался вами. Вот так, такие жертвы, бедный несчастный Томас. Джейсон. Грегори. Бедный несчастный. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон. До следующего раза.